Здравствуйте, в эфире телеканала Осетия Рештон. Программа «В итоге». Расскажем обо всем, что произошло в республике за неделю. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. Сергей Миняйло вручил награды бойцам осетинских батальонов в зоне СВО. Ордена и медали передал лично. На неделе глава республики побывал на передовой. Жители получат все необходимые медицинские услуги. Повышение качества медобслуживания, строительство объектов социальной инфраструктуры. Кабинет министра во главе с премьером Борисом Джанаевым посетил Моздокский район. Подробнее об итогах выездного совещания расскажем в выпуске. Получилось поделиться положительными эмоциями. Поздравили матерей за их самоотверженный труд. Сегодня в России отмечают День матери. В честь праздника в детских садах республики прошли утренники, а представители «Единой России» посетили многодетные семьи. Северная Осетия, как и другие регионы России, по поручению федерального центра активно поддерживает новые территории. Напомним, республика взяла шефство над Черниговским районом Запорожской области. В своем телеграм-канале глава Сергей Миняйло рассказал, наши специалисты капитально отремонтировали школы в селах Ильино и Новополтавка, а в поселке Черниговка привели в порядок детский сад. В Ильино также восстановили водопроводную систему, уже разработана проектно-сметная документация по капремонту водоснабжения в поселке Черниговка. Помогли подготовить к отопительному сезону. Кроме того, туда регулярно выезжают бригады врачей. Республика передала и передвижной медицинский комплекс. К началу учебного года отправили большую партию художественной литературы и учебников на русском языке. А на летних каникулах ребята из Черниговского района приезжали в Северную Осетию на отдых, в лагеря и на образовательные сессии. На реабилитации были врачи, учителя, соцработники из подшефного региона. Сергей Миняйло на передовой навестил бойцов батальонов Алании и Шторм Осетия, посмотрел, как они подготовились к зиме, и поздравил с Джоргуба. К празднику подоспели и заслуженные награды. Игорь Габуев удостоен ордена мужества, Давид Беликов и Георгий Кайтуков награждены медалями за отвагу. За доблестную службу, верность долгу, смелость и успешное выполнение боевых задач у населенного пункта Пятихатки медалями во славу Осетии награждены Александр Цгоев, Сергей Мельников и Руслан Хугаев. В пятницу Сергей Миняйло участвовал в научно-практической конференции «Армия и общество». Главным спикером выступил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков. Обсудили укрепление обороны государства и использование современного технологического потенциала страны. Как отметил Николай Панков, региональные власти, общественные организации, волонтеры и просто неравнодушные люди оказывают неоценимую поддержку участникам СВО. По словам Сергея Миняйло, республика с первых дней формирования добровольческих отрядов Алании и Шторм Осетия взяла на себя обязательства по их поддержке и поддержке мобилизованных и военнослужащих из Осетии. Бойцам периодически отправляют технические средства, стройматериалы, продовольствие и предметы первой необходимости. В конце конференции Николай Панков вручил Сергею Миняйло медаль за укрепление боевого содружества. Знать лица и историю подвигов героев, которые плечом к плечу отстаивали интересы нашей огромной страны. Имена Чермена Мисикова, Эдуарда Василенко и Давида Хугаева увековечены на мемориальных досках. В их родных школах в Беслане есть и целый музей. В нем хранят личные вещи, удостоверения и подробную биографию. Алена Агаева продолжит. Мы всегда шутили, говорили: Чера, ты что здесь? А кто нас будет охранять? Я всегда говорил: не переживайте, все под контролем. Активный и смелый, именно таким был Чермен Мисиков. Парень не терпел несправедливости, помогал учителям, одноклассникам и хорошо учился. За это его и уважали, и любили. Бывало, рассмешит всех одним лишь словом, рассказывает преподаватель. Чермен навсегда останется примером для учеников 6-й школы. Он вырос возле меня, был моим соседом. Затем, когда подрос, был моим учеником. Был очень такой шебутной мальчишка, отважный.
Только недавно сидели вместе на перемене между уроками, и никто не мог подумать, что завтра они будут защищать Родину. Станут героями, к сожалению, посмертно. Теперь каждое утро, приходя в школу, ребята будут видеть эту доску и помнить тех самых старшеклассников. Этот музей мы создавали с ученицей 9 Б класса Аланой под руководством Березовой Ларисы Юрьевны. Я была очень рада тем, что меня пригласили, потому что это такая честь и ответственность для учеников сделать музей в память о своих героях. Памятная доска на входе и целый музей внутри школы. Семьи выпускников передали личные вещи, рабочие тетради, удостоверения, аттестаты. Теперь их бережно хранят на стендах. Дети с интересом и гордостью рассматривают экспонаты. Руководством нашего района и советом женщин правобережного района было решено открыть памятные стенды погибшим. Эти мероприятия мы уже проводим в течение этого года. В январе мы открывали памятные стенды в 7-й школе, в селении Зильги, в Ольгинском, Фарне и в нашей школе. Память о них навсегда останется в наших сердцах, говорят в школах Чермен Мисиков, Эдуард Василенко и Давид Хугаев. Они героически отдали свои жизни. Все, что мы можем сделать, это помнить и никогда не забывать их подвиг. Алена Агаева, Диана Каболотти. Специально для программы «В итоге». Увековечить память о тех, кто отдал жизни, защищая Родину. Во Владикавказе строят мемориальный комплекс, посвященный подвигу осетинских военнослужащих. Его расположили на аллее почетных захоронений на Восточном кладбище. Там находятся могилы погибших в ходе специальной военной операции. Мемориал возводят по инициативе строительной компании, которая за свой счет финансирует все работы. Особое внимание уделяют благоустройству прилегающей территории. Работу начали 2 месяца назад, а завершить планируют весной. Проект мемориального комплекса с родственниками согласовывался. Они вносили какие-то свои предложения, замечания. Мы их, естественно, учитывали. Проект разрабатывал архитектор Аликов. И весь процесс для администрации был бесплатный. Данный проект необходим, чтобы мы помнили подвиг наших солдат, наших граждан, которые защищают интересы нашего государства. И чтобы эта память осталась нашим детям, нашим внукам. И это самое малое, что мы можем для них сделать. К другим темам. В среду Кабмин во главе с Борисом Джанаевым посетил Моздокский район. Профильные министры осмотрели строящиеся и уже введенные социальные объекты. Оценили темпы и качество на стройплощадках. Премьер дал ряд поручений. Все подробности в материале нашего корреспондента Лидии Цахиловой. Врачебную амбулаторию в Виноградном капитально ремонтируют. Сдать планируют до конца года. Медучреждение обслуживает сразу 5 населенных пунктов: Раздольное, Сухотское, Малгобек, Хурикау и Кусово. В этой амбулатории предусмотрены необходимые кабинеты по стандартным и порядкам. Работает 6 врачей, это терапевты, педиатры. Планируем открыть также кабинет стоматологический, дневной стационар, то есть жители получат все необходимые медицинские услуги. Сейчас мы закупаем необходимое оборудование и медицинскую мебель, чтобы было комфортно и врачам, и посетителям. А ФАП в станице Павлодольской возвели всего за 10 дней. Медицинский пункт полностью оборудован. Сейчас к нему подводят коммуникации, а прилегающую территорию облагородят. По нацпроекту здравоохранения такие модульные ФАПы до конца года появятся в селении Веселом и поселке Любы-Кондратенко. Всего у нас в этом году 6 объектов под реконструкцию, строительство и капремонт. Первичное звено у нас практически полностью закрыто. У нас за 3 года установлено 23 ФАПа. Кроме того, проводится текущий ремонт самой центральной районной больницы, проводится ремонт реанимационного отделения и отделения неврологии. Дом-интернат малой вместимости для пожилых и инвалидов в Моздоке открыли в 2018 году. Рассчитан на 20 человек. Сейчас здесь 19 постояльцев. Среди них и долгожительница Евдокия Суровецкая. Ей 97 лет. Несмотря на возраст, помогает соседкам по палате изготавливать ароматические подушечки-саше с лекарственными травами. Это проект дома-интерната «Мастерская у кровати». А в этой комнате проходят занятия по ЛФК. Гураму Майсурадзе они помогли. Инвалид первой группы, получив травму, в дом-интернат поступил лежачим. За его успехами наблюдает министр труда и социального развития Алина Айдарова. Сотрудники учреждения высококвалифицированные специалисты, и вы сами, наверное, убедились, их умением, знанием, они помогают людям
как можно дольше продлить активное долголетие, справиться с заболеваниями, то есть здесь применяется и восстановительная терапия, медицинская терапия, лечебная физкультура, трудотерапия. То есть применяют они новые технологии социального обслуживания. Следующий пункт – строящаяся школа в Кизляре. Долгожданное событие для жителей села. Начали в 2020-м, но из-за нехватки средств стройку приостановили. Дополнительно из федерального бюджета выделили почти 300 миллионов рублей. Договоренность Сергея Миняйла. В августе работы возобновили. Внутренние отделочные работы почти завершены. Монтируют инженерные системы. Оборудование уже закупили. На объекте трудятся больше 70 человек. Борис Джанаев лично проверил темпы работ. Премьер-министр поручил сдать объект до конца года. Я прошу здесь очень серьезно, четко, быстро все сделать. Нам больше денег никто не даст, никаких дополнений нет. То есть это сенсация, что мы эту школу завершим. Поэтому нужно сделать качественно. Опять здесь дети учиться будут, эта история останется. Поэтому я всех прошу очень серьезно подойти к этому вопросу. А еще в Кизляре появится и новый спорткомплекс в рамках программы развития СКФО. Работы начались в марте и завершатся до конца года. На эти цели выделили 51 миллион рублей. Здесь какое население проживает? 11 тысяч. 11 тысяч. Ну то есть спорткомплексов нет, да? Нет. Тренер есть, все есть. А кто тренер? Отцовский зал. Моего очень хорошо, что будет современный спорткомплекс. Инвестпроект «Виноградарь Кавказа» – один из прорывных в Моздокском районе. Здесь будут производить и хранить винный материал. Этот резервуар с молотильней для отжима винограда, после чего он поступает в специальные цистерны. Также выделили земельные участки для выращивания разных сортов винограда. Уже высадили более 500 тысяч саженцев на 230 гектарах. До конца года в планах заложить еще 70. Стоимость проекта – 1 миллиард рублей. В рамках инвестиционного проекта у нас там земельный участок на 10 лет предоставлен был вам, значит, и необходимо засеять по вашему, значит, предположению, которое было представлено в инвестиционный совет, 2000 гектар. Правильно на площади 2500 гектар, да. Ориентировочно. Еще один пункт – частный дом жительницы станицы Луковской Светланы Чен. Девушка состояла в очереди на улучшение жилищных условий. Светлана – инвалид первой группы, воспитывает сына. Ее дом не был пригоден для жилья. С этим вопросом Светлана обратилась к Борису Джанаеву во время приема граждан. Комиссия Минстроя определила сумму для ремонта – 1 миллион 300 тысяч рублей. Их выделили из резервного фонда правительства республики. Сейчас провели стяжку полов, утеплили крышу, оштукатурили стены. Есть проблемы с газификацией дома, а также с водоснабжением. Борис Джанаев поручил решить эти вопросы как можно быстрее. Сделать этот вопрос, значит, вот сейчас после заседания правительства оперативно, быстро проработать, чтобы газ подвели. Если не подведут, дадите мне знать. На заседании говорили о социально-экономическом развитии Моздокского района. Более 4,5 миллиардов рублей – это общий объем финансирования в рамках госпрограмм и нацпроектов. Средства направлены на модернизацию объектов инфраструктуры и предоставлению мер поддержки граждан. В сфере образования построена школа в станице Черноярская и детский сад в Кизляр. Кроме того, благодаря поддержки правительства Российской Федерации в текущем году выделено 290 миллионов рублей на завершение строительства школы в селении Кизляр. Хочу отметить, что этот вопрос не решался несколько лет. В сфере ЖКХ проведена реконструкция очистных сооружений в станице Полводольская, в поселке Притеречный. Также идет реконструкция системы водоснабжения города Моздок и населенных пунктов района. Помимо этого, благоустроены 11 общественных территорий, включая Парк Победы в городе Моздок по программе «Малые города». В ближайшие 3 года в Моздоке начнут строительство родильного отделения, детской художественной школы, школы-интерната, очистных сооружений и не только. А еще направлены заявки на капремонт 17 школ района, строительство домов культуры в селах Предгорное и Веселое, детской школы искусств в поселке Притеречном и станице Павлодольской. Лидия Цахилова, Алан Суанов, Ибрагим Чочиев. Специально для программы «В итоге». Летом на республику обрушилась мощная стихия. Ливни с градом и сильный ветер за считанные минуты затопили дороги и дома. Особенно сильно пострадала улица Шмулевича. Там жители многоэтажек до сих пор мучаются от последствий. Толстый слой глины в подвалах и, как следствие, постоянная сырость и комары. Со своей проблемой обращались в разные инстанции. На жалобу отреагировал Народный фронт. На встречу с жителями отправилась и Дана Малышева. Вниз этой глины сантиметров 15 точно, может быть больше.
Но я ее всю не продавливаю, но сантиметров 15-20 точно есть. Как выжить в этой сырости? Первый вопрос, который жители задают активистам Народного фронта. Те, в свою очередь, спрашивают, как такое произошло с подвалом многоквартирного дома. 18 июня на Владикавказ обрушился сильнейший ливень. Объявили режим ЧС. В эпицентре оказалась улица Шмулевича. На кадрах видно, как поток воды вперемешку с илом хлыщет в окна подвала. Наш дворовый инвентарь, грабли, тяпки, лопаты, краски, кисточки для побелки. Вот здесь мы это все хранили. Сейчас я это все подняла, чтобы было более, перемыла, чтобы положила в чистом виде, чтобы это можно было хоть как-то достать, спуститься в сапогах, достать и во дворе какую-то работу делать. Здесь на самом деле все было по полочкам. Теперь подвал в распоряжении комаров. Люди рассказывают ощущение, будто жить переехали в тропический лес. Когда спускаются, даже снаряжаться приходится соответствующе. Резиновые сапоги выдали и нашей съемочной группе. Без резиновых сапог в подвал спуститься нельзя. Передвигаться здесь очень сложно, но сейчас хотя бы возможно. В момент, когда подвал был затоплен, уровень воды был выше, чем вот эти трубы. Жители говорят, что все буквально выливалось на улицу. В таком состоянии подвал был несколько месяцев. Сейчас вода, конечно, уже ушла, но вот слой грязи все еще на месте. Подвал не единственная причина вечной сырости в этом доме. Сколько здесь живу, столько крыша и протекает, рассказывает Павел Булгаков. Ни косметического, ни тем более капитального ремонта в подъезде не было лет 20, а делать самому нет смысла, продержится до очередного дождя. По словам мужчины, течет с такой силой, что уже частично размыло кирпичную стену. Учитывая, здесь даже пыли не осталось, все смыло. Вот потеки, их прекрасно видно, как вода течет. Как это можно оставлять? Такую кровлю, когда вот это вот все в любой момент может коротнуть, это будет и пожар, и перегорит вся бытовая техника в квартирах. Кто будет это компенсировать? Вот стена, вот потолок, вот стена, вот межэтажные перекрытия, вот угол, здесь сплошная течь. Как? Как жить вот в таких условиях? Куда только жители не жаловались в жилнадзор, администрацию, прокуратуру, ну и, конечно, в управляющую компанию. На встречу с возмущенными людьми генеральный директор, эксперт ЖКХ Георгий Абаев пришел, только дать комментарий на камеру отказался. При этом собственникам квартир объяснил, с просьбой помочь очистить подвал он уже обратился в комитет ЖКХ администрации города. Комитет ЖКХ попросил обоснование и смету на данный вид работ от управляющей компании. Эта смета уже от управляющей компании в наш адрес поступила. Комитетом ЖКХ будет подготовлена служебная записка на имя главы с данной информацией. И уже после рассмотрения ее будет принято решение о выделении средств, если есть на это возможность. Согласно смете, сумма около 500 тысяч рублей на очистку одного многоквартирного дома. Этот случай на Шмулевича не единственный. Подвалы, в которых не только слой глины, но и до сих пор вода по колено. По словам начальника отдела ЖКХ Давида Хубяева, здесь 8. Жители беспокоятся, в случае аварии в таких условиях ее даже устранить будет сложно. Народный фронт предложил свои варианты. Нужно найти взаимопонимание, и если оно есть, то ради бога, дальше все должно плодотворно работать. Если нет, тогда должны принимать решения или по замене управляющей компании, или созданию ТСЖ, или перейти на непосредственное управление своим домом. То есть дом сам управляет своим зданием, своим и общим имуществом. То есть закон предусматривает вот разные способы управления. Но надо выбрать тот, который для жильцов наиболее приемлем. По словам гендиректора управляющей компании Георгия Абаева, как только позволит погода, специалисты начнут ремонтировать крышу. Активисты отметили, главное, что люди не остались со своей проблемой наедине и пообещали информировать, на каком этапе решения их вопросов. Дэна Малышева, Диана Кабалоти, Мария Котаева. Специально для программы «В итоге». Больше 10 дорожно-транспортных происшествий произошло в Северной Осетии из-за наезда на животных. Только в этом году жертвами стали 6 человек. Очередной несчастный случай несколько дней назад случился на трассе Владикавказ-Алагир. Проблеме уже много лет. В некоторых районах ее стараются решать. В Беслане даже работают специальные штрафстоянки. Все подробности в материале моих коллег.
Трагедия произошла на 32-м километре трассы Владикавказ-Алагир. Водитель попытался не задеть лошадь, выскочившую на дорогу, и выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибли 4 человека. По статистике, в Северной Осетии животные нередко становятся причиной аварий. С начала 2023 года на территории республики зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животные, из которых в 11 ДТП погибло 6 человек и получили ранения 23 человека. Специалисты настоятельно просят хозяев скота следить за тем, где пасутся их животные. Это ни в коем случае не должны быть дороги и федеральные трассы. Госавтоинспекция МВД Республики Северной Осетии Алания обращается ко всем владельцам сельскохозяйственных животных не допускать безвольного выпаса скота, а также нахождения животных на проезжей части, а к автовладельцам особо внимательно относиться к передвижению в населенных пунктах, а также вне населенных пунктов, где возможен появление животных на проезжей части. А вот в Беслане проблему с домашним скотом на дорогах начали решать следующим образом. В городе работают так называемые штрафстоянки. Бродячих коров привозят на ферму. Здесь их кормят, охраняют, осматривают ветеринары. Обнаружив потерю, владелец может забрать скот. Содержание одного животного в сутки обойдется в 2500 рублей. Если хозяин не объявился в течение полугода, корова переходит во владение администрации. Действуем согласно законам Республики Северной Осетии. Статья 8 об административной ответственности за отдельные виды нарушения, выпас сельскохозяйственных животных в не специально отведенных местах, согласно которого у нас действуют штрафные санкции. Мы сегодня уже начали этих коров отлавливать, отвозить их в специально отведенные места, на ферму, где к этим коровам есть специальный уход. В свое время, когда мы задерживаем этих бродячих животных, мы составляем акты. Сейчас повсеместно проводится идентификация животных, чтобы видно было по бирке, по номеру, кому эта корова принадлежит, кому данное животное принадлежит. Проблему с бесхозным скотом на дорогах республики давно пора решать комплексно. Об этом говорит и статистика, которую мы приводили выше. Недавней трагедии можно было избежать. Важно лишь понять, безопасность на дорогах – наша общая ответственность. Автовладельцев, пешеходов и даже владельцев домашних животных. Георгий Запаров, Алена Агаева, Диана Кабалотти. Специально для программы «В итоге». Сейчас небольшая реклама, после продолжим выпуск. Мы продолжаем выпуск. Сменю обстановку и наберусь опыта. Так подумала молодой специалист Лейла Дряева, выходя на работу в школу Красногора. Там ребята вынужденно обходились без знаний закона всемирного тяготения и силы Архимеда. Педагога просто не было. Теперь, благодаря программе «Земский учитель», на физику идут с удовольствием. Тем более преподает Лейла Таймуразовна доступно и интересно. На одном из занятий была Адзара Соколоева. Если бы не инерция, этот мальчик, который взлетел на лыжах, он бы просто остановился. А вот о кинетической энергии ребята узнают уже на следующем занятии. План уроков у Лейлы Дряевой расписан на неделю вперед. Темы, внеклассные вопросы и даже кто конкретно из ребят будет отвечать, она знает заранее. Я стараюсь вообще каждому уроку готовиться по презентации, чтобы детям было легче. А еще так намного проще заинтересовать ребят. Молодой учитель преподает физику всего 2-й год. Но свои методы уже есть. Работать с детьми – мечта детства, говорит Лейла Дряева. Мне всегда нравилось работать с детьми, и я всегда понимала, что это то место, где я хочу связать свою жизнь в дальнейшем. И, следовательно, я пошла после 11 класса сразу на учителя. После окончания вуза Лейла начала работать в родном Беслане. Позже узнала о программе «Земский учитель». Говорит, давно хотела сменить обстановку, поэтому, не раздумывая, решила участвовать. Прошла все необходимые этапы, получила 1 000 000 рублей и, применяя современные методы, уже в Красногорской школе. А раньше с физикой здесь были проблемы. Если человек хочет работать и видеть себя в школе, любит детей и любят ее дети, то это человек школы. И именно человеком школы я могу назвать Лейлу Таймуразовну, потому что дети к ней тянутся очень сильно. Дети ее полюбили, и сама она тоже все время
в коллективе детей, в контакте с детьми. Лейла каждый день старается совершенствовать свою методику преподавания. В помощь всегда опытные учителя-наставники. Уметь держать класс, настраивать на урок и доносить все тонкости предмета до каждого ребенка. В первое время было, конечно, сложно. Сейчас школа для молодого педагога стала по-настоящему родной. На самом деле с детьми очень интересно работать. Они каждый раз рассказывают какие-то свои истории. Мне кажется, что я с ними живу, переживаю все те эмоции, которые они переживают сами. Заслужить такое доверие детей тоже непросто. Впрочем, Лейле Таймуразовне это не составило труда. Лейла Таймуразовна объясняет урок интересно, хорошо. Весь класс ее слушает. И она хорошая учительница, она добрая. Ассоциация молодых педагогов, Совет молодых педагогов, разные мастер-классы и конкурсы. Сегодня для всестороннего развития молодых специалистов в республике создают все условия. Программу «Земский учитель» реализует в стране с 2020 года. За это время в Северной Осетии по ней трудоустроились и получили 1 миллион рублей 44 специалиста. Зара Соколоева, Сармат Сугаров. Специально для программы «В итоге». Ее работы узнаешь сразу, говорят поклонники, и они излучают особенный свет. Необычная техника, в которой работает Людмила Байцаева, горячая эмаль. Она позволяет создавать яркие декоративные поверхности при помощи стекла и металла. Техника далеко не легкая, требует предельной отдачи. Недавно Людмилу Байцаеву удостоили звания почетного члена Российской академии художеств. Сейчас, в настоящий момент, я занимаюсь, делаю объекты, арт-объекты, да, и с применением дерева и эмали. Создать эскиз, выбрать нужный оттенок, а из маленьких кусочков собрать целую композицию. Нужно продумать каждую мелочь и только после вырезать фигуру из дерева. А это всего лишь половина работы. Создание арт-объекта – задача сложная и кропотливая, которая требует много времени и сил. Но для Людмилы Байцаевой все это только в радость. Она воплощает свои идеи, используя разную технику и стиль. В творение художница вкладывает особый смысл. В данном случае вот эта вот работа, она еще в процессе работы, она еще не закончена. Вот. Но тема такая, это крылья Икара, то есть этот миф про Икара, у которого сгорели крылья, потому что он стремился к солнцу. И это же прекрасная идея, то есть человек в своих мечтах, в своих стремлениях, в своих желаниях, он стремится к самому высокому, к самому замечательному, он стремится к солнцу. Любовь к искусству у Людмилы с детства, но тогда хотелось попробовать все и сразу. Юрист, адвокат, врач. Вспоминает, как-то приглашали даже в драм-кружок. Рисованием стала заниматься довольно поздно, в 11 лет. На тот момент женщине-художнику встать в один ряд с мужчиной было сложно. В свое время я провела несколько симпозиумов для женщин-художниц Северного Кавказа, потому что женское искусство на Северном Кавказе было очень плохо развито. Я думаю, что это в те времена было немножко сложновато для женщин, а сейчас ситуация изменилась, и у нас очень много талантливейших женщин-художниц, которые прекрасно представляют искусство Осетии. Кажется, нет техники, которую она не освоила. Горячая эмаль, живопись, текстиль, арт-объекты и инсталляция. Людмила Байцаева – мастер на все руки, и к каждой работе подходит с трепетом, придавая ей неповторимый шарм. Говорит, если бы была возможность вернуться в прошлое, то ничего бы не изменила. Считает, нет более свободной профессии, чем художник. Только здесь она может воплощать все идеи без ограничений, а мысли и чувства выражать через свои творения. В самом начале пути перед каждым художником стоит одна задача – найти свой творческий язык, не похожий на язык других художников. Это довольно сложная задача, и к ней художник приходит не сразу, а постепенно, когда он уже становится реально профессиональным художником. И я думаю, что это для каждого художника очень важно – найти свой индивидуальный такой почерк. Людмила – участница более 300 региональных, всероссийских и международных выставок и 40 международных симпозиумов. В активе около 20 персональных выставок в России и за рубежом. Светлая, доброжелательная и полная энергия. Она всегда готова безвозмездно делиться своими навыками и знаниями, помогать другим достичь своих целей. У меня очень большой педагогический стаж. Я преподавала
и в художественном училище, и во Владикавказском институте моды, и в университете преподавала. Поэтому я думаю, что я передала очень многим людям свой опыт. А то, что касается сегодняшнего дня, я думаю, что если будут желающие, тоже, как говорят буддисты, есть учитель всегда есть, нашлись бы ученики. Недавно Людмилу удостоили звания почетного члена Российской академии художеств. В планах, как и всегда, развиваться в профессии, работать так, чтобы творческая энергия никогда не иссякала, а творения передавали свой индивидуальный взгляд на мир. Зарина Калманова, Георгий Гагиев. Специально для программы «В итоге». Не просто нарядная вещь, а целое искусство. Так о своих изделиях отзывается героиня нашего следующего сюжета Алина Березова. Девушка давно плетет национальные косынки, шьет платки и сама не заметила, как любимое занятие стало приносить доход. Теперь мастерица хочет превратить увлечение в полноценный бренд. Тему продолжит Тамила Акцоева. Много лет назад такую косынку могла позволить себе не каждая женщина. Горянки вышивали их и передавали из поколения в поколение. И чем мельче была сетка, тем выше оценивались навыки рукодельницы. Их надевали на праздники и важные события, и каждая отличалась по стилю. Платок, который плету 3 месяца, Алина Березова сплела за 1. Это как мантра, говорит девушка. Ты берешь в руки нити и иглу, а потом просто погружаешься в свои мысли. Думаешь о дизайне и технике плетения, которая, кстати, не одна. На самом деле я не думала, что начну плести, потому что меня мало что увлекает, так, чтобы вот прям сесть и, допустим, вязать и так далее. И почему-то именно плетение косынок мне стало очень близко по духу. И когда я сплела первую косынку, я просто не могла поверить. Сама сеточка – это крупная сетка, она побыстрее плетется. Есть такие варианты выставочные, вот они у меня там лежат, помельче сетка. А потом вышивка узора и края. Орнамент Алина выбирает сама, подходит к этому серьезно. Изделие обязательно должно быть гармоничным, а для этого украшать его нужно правильно. И материал каждый мастер выбирает для себя. А вообще раньше их делали сами. Горянки выращивали тутового шелкопряда. Это особенная бабочка, которая производит нити шелка. И такому тщательному подходу учили и маленьких девочек. Хочу вам показать вот фотографию своей бабулечки. Дело в том, что когда я была маленькая, я до 1 класса жила с бабулей и дедулей. И вот все, что касается рукоделия, она меня учила. Мы делали из шерсти нитку, мы ее расчесывали и так далее. И, наверное, вот эта любовь к рукоделию, к национальному осталась вот. Любовь осталась, и теперь свое увлечение Алина хочет превратить в полноценный бренд. Заказы уже были, в планах расширять собственное дело. Главное, чтобы мои изделия что-то значили для покупателей, говорит она, а эстетика и национальный колорит дадут толчок развитию культуры плетения. Просто я когда задумалась, что сейчас у меня заберут косыночку мою, ну, думаю, надо, потому что я же не буду их хранить, у меня там уже вот 4-я косынка, и если это кому-то будет приносить удовольствие, и для меня очень важно, чтобы человек дорожил этой вещью, не просто ее купил, не ради там просто, я не ради денег буду продавать, даже если продавать, а просто чтобы для человека это была какая-то вещь, которая будет идти с ним по жизни. Осетинская косынка была не просто нарядной вещью, это целое искусство, на освоение которого нужно много сил и времени. Кропотливая работа помогала развивать женщинам терпение и мягкость, а эти качества у горцев были на вес золота. И теперь плетение помогает отдохнуть морально, рассказывает Алина. Осталось только научиться расставаться с полюбившимися изделиями, шутит мастерица. Тамила Акцоева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». Лучшим среди 9000 профессионалов стал наш ансамбль «Орфан». На престижном фестивале «Роза ветров» коллектив занял 2 первых места и завоевал гран-при. Безупречные движения и костюмы, выступления, как всегда, на высоте. Часы тренировок и только живая музыка. На репетицию к профессионалам заглянула и наша съемочная группа. Вальс. 2 поворота. 1, 2. Открывайте руки одинаково. Она никогда не дает расслабиться и всегда заряжает своей неиссякаемой энергией. Зарина Мурашева подходит к каждому ученику, поправляет и разбирает технику исполнения. Пластика, харизма – все должно быть доведено до совершенства.
Не успели ребята вернуться домой, а уже в строю на своей родной сцене, по которой так соскучились. Первая репетиция даже после триумфального выступления – работа над ошибками, хоть и небольшими, незаметными зрителю. Зарина Мурашева требовательна к каждому движению. Чтобы у нас было все одинаково, грамотно, правильно, красиво, технически исполнимо, артистически красиво. Подняли руки. Один уровень все. Ансамбль стал лучшим на престижном конкурсе «Роза ветров», который проходил в Москве. Победу нашему коллективу принесли 3 номера – горский, абхазский и попурри по мотивам осетинских народных танцев. Это уникальная авторская постановка руководителя ансамбля Зарины Мурашевой. 10 минут непрерывного танца, плавные и грациозные движения сменялись виртуозными трюками. Для нас привычно было работать столько времени, у нас был промежуток 10 минут. Было очень волнительно, потому что мы переживали за детей. На сцене было очень холодно, мы выступали на улице, шел дождь, было скользко. Но когда мы заиграли и увидели, как люди со всех сторон к нам бегут, это был такой адреналин, мы зажглись, мы начали, не знаю, еще с большей силой и азартом работать, да, на сцене. И все дети тоже, они большие молодцы, справились. Живая музыка – важная составляющая ансамбля. «Я всегда против фанеры», говорит Зарина Мурашева. Артист должен слышать и танцевать только под настоящую игру музыкантов. И это оценили все. Впрочем, масштаб конкурса впечатляет. Больше 9 тысяч участников из 45 субъектов страны. Свои способности демонстрировали и артисты из других стран. Творческие коллективы Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Германии, Турции. Конкуренция была непростая. Но эта поездка была первой для меня такой главной в жизни, такая важная была. Мы выступали на ВДНХ, мы познакомились с разными коллективами, получили очень хорошие эмоции. Нам очень сильно все понравилось. Было очень ответственно представлять нашу республику, так как это был очень такой крупный фестиваль, и поездка для нас была очень даже важная. Вот. И мы очень старались выступать хорошо. Но переживание было, наверное. Да, было, потому что фестиваль престижный достаточно. Нам надо было выложиться по полной, чтобы занять высокое место. Я считаю, что у нас получилось. В составе жюри были известные хореографы, преподаватели ВГИКа, ГИТИСа и Института культуры. Фестиваль стал частью грандиозного события международной выставки форума «Россия» на ВДНХ. Выступления творческого коллектива «Орфан» не оставили равнодушными никого. Мужество вот этих вот детей, мужество в плане выйти на такую сцену, отработать. И, мне кажется, они с каждым выходом, наоборот, больше и больше входили в азарт. А вот когда выходит, допустим, любой состав, и он выходит, вот, ну, скажем так, органично и организованно, да, и какая бы сцена это ни была, малая она по размеру или большая, но на тот момент, когда это все происходит, и это все впервые, волнительно, неважно, по каким параметрам мы работаем, сценическим и размером, важно, как мы должны выступить. И вот здесь параметры были очень высокие. За время существования состав коллектива образцового ансамбля «Орфан» менялся много раз, но выступления всегда остаются безупречными. Зара Соколоева, Сармат Сугаров. Специально для программы «В итоге». Кто владеет информацией, тот владеет миром. Этой знаменитой фразе уже не 10 лет, но она и по сей день остается актуальной. Сегодня Всемирный день информации. И мы, конечно же, не могли пройти мимо такой даты. В нынешнем мире, благодаря технологиям, доступ к любой информации можно получить, лишь достав гаджет из кармана. Но возникают и проблемы. Как среди огромных объемов данных найти то, что нужно, и можно ли быть уверенным в достоверности на все 100? Как работают современные средства массовой информации и какие ресурсы предпочитают использовать люди, выясняли мои коллеги. Наша задача оперативно все подготовить для соцсетей и для сайтов. Большой по меркам новостей 5-минутный сюжет в наших социальных сетях уже в совсем другом формате. В отделе интернет-вещания телеканала «Осетия и Рыштон» ориентируется на аудиовизуальный контент, когда можно и почитать, и посмотреть, и послушать 3 абзаца текста. О самом главном обязательно короткие видео с места событий. Все, что осталось от исходного материала. Здесь точно знают, как набрать много просмотров, лайков и комментариев.
Самое главное, комментарии не игнорировать, потому что там могут быть не только благодарности, но и, конечно, какие-то вопросы. Причем вопросы не только к нам по материалам, но и к ведомствам, да. И я стараюсь передавать вопросы, например, если это министерство какое-то, либо комитет, потому что, возможно, их можно решить, вот эти вот вопросы, да, от наших подписчиков в каком-то рабочем порядке. Мадина Макоева с информацией работает почти 20 лет. Как буквально за 15 секунд зацепить читателей и до конца удержать его внимание. Научилась на факультете журналистики СОГУ, оттачивала теорию в лучших печатных СМИ республики. Теперь Мадина в отделе интернет-вещания, опытный шеф-редактор, с уверенностью рассказывает, на каких источниках искать проверенную информацию. Понятно, что для всех они бывают разные, но если ты на одном канале, неважно, телевизионном или интернет, встретишь один, второй, третий раз какую-то фейковую информацию, на четвертый раз ты уже задумаешься, можно ли верить новостям, которые здесь пишут. Поэтому мы с уважением относимся к нашим подписчикам, к нашим читателям, и Рестон ТВ всегда предлагает какую-то проверенную, да, информацию. Если вдруг у нас есть сомнения, мы всегда пишем, что новость дополняется, подробности будут уточняться, следите, пожалуйста, за лентой. Очень важно не потерять доверие аудитории каждого зрителя, особенно сегодня, когда люди все активнее отдают предпочтение новым медиа с их максимальной интерактивностью. Конкурировать с соцсетями, традиционным СМИ становится все сложнее. Интернет, так как сейчас 23-й год у нас, 21 век на дворе. Не слушаю радио, телевизор не смотрю, в основном это Телеграм и интернет, ну то есть новости с интернета. Больше доверяю информации интернету все-таки. Ну, потому что это более распространенная сеть, и не пользуюсь радио, там, телевидение не смотрю. То есть телефон всегда под рукой, интернет. Информации из газет я доверяю больше, потому что туда они могут выкладывать все подряд, и информация бывает более достоверной. Ну, наверное, интернету, потому что век технологий, и я думаю, что там больше выложена информация, чем телевидение, потому что телевидение, скорее всего, больше фильтруется. В последнее время вся молодежь, наверное, больше интернету доверяет. Вот я, наверное, тоже. Вообще официальным средствам массовой информации, но больше по старой привычке газете. Потому что я считаю, что официальные органы массовой информации дают проверенную информацию. Но в нашей службе диджитал-производства работает целая команда профессионалов. Например, Мила, редактор сайта телекомпании. Об информации она знает все нюансы. Например, в какое время лучше публиковать новости, а в какое тематические программы. Говорит, главное делать это оперативно. С этим ей помогают коллеги. Графический дизайнер Милана. Милана делает графику для нашего телеканала, также для социальных сетей. Шапки, которые вы видите в эфире. Азамат, наш графический дизайнер, ну, в принципе, те же самые функции Азамата. Тимур делает анонсы, которые вы тут также видите на нашем телеканале, в наших социальных сетях. Также Тимур координирует работу монтажеров нашего телеканала. Это наш отдел интернет-вещания. Именно вы выкладываете новости в наши социальные сети, которые наши зрители видят каждый день. Видят каждый день 24/7 на телеканале, в наших социальных сетях. Всемирный день информации – официальный праздник не только журналистов, но и всех, кто пользуется интернетом, смотрит телевизор, читает газеты, слушает радио. Это возможность еще раз напомнить старую истину. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Дана Малышева, Георгий Гагиев специально для программы «В итоге». В Осетинском театре сегодня показали музыкальную версию романа Ильфа и Петрова на осетинском языке. Премьера «12 стульев» собрала полный зал зрителей. Театр впервые обращается к творчеству знаменитых писателей. И, как отметил художественный руководитель Гиви Валиев, в переводе произведение не теряет своего необычайно тонкого юмора. Темы, затронутые в романе, вечны, и каждый зритель должен сам поразмыслить над вопросами, в чем же кроется истинное сокровище каждого человека. Это величайшая комедия, самая сложная в драматургии. Это вообще на сцене самое сложное поставить 12 стульев. Ни у кого не получалось. И потому мы переживаем очень это так ответственно. Мы сегодня благодаря ГИТИСу, благодаря лучшему вузу страны можем сказать, что в скором времени у нас в репертуаре появится 12 стульев, которые мы будем с удовольствием играть.
Работа над премьерой была долгой. Технически было трудно реализовать произведение на сцене. Однако, несмотря на сложный грим и костюмы, каждый актер справился с поставленной задачей на отлично, рассказал нашей съемочной группе режиссер музыкального театра Мурат Калов. Он также отметил, искрометный юмор и известные крылатые фразы даже в переводе будут узнаваемы и для молодежи. Изначально я приезжал смотреть спектакли, идущие в театре, чтобы познакомиться с ребятами. И мы с художественным руководителем, с Гиви, договаривались и проговаривали, что мы будем поднимать планку на максимум, чтобы не делать никаких послаблений. И ставили максимально сложные задачи перед артистами, чтобы все было максимально классно и качественно сделано. Любая главная роль имеет свои сложности, и это в том числе здесь живое пение, танцы. И действия происходят одно за другим, нету никаких пауз, ничего. Чисто сложность, я бы сказал, физическая. Ну и крылатые фразы, которые вот стреляют, они же все ушли в народ, как бы все эти цитаты. Здесь этого нету. И мы это как бы компенсируем своей игрой. 7 сыновей и 3 дочки. Разница между старшим и младшим 16 лет. Майя Чочиева – настоящая героиня. Женщина воспитывает 10 детей, и каждый получает от нее свою порцию любви и тепла. Сегодня большая дружная семья отмечает международный праздник – День матери. В гости к Токаевым отправилась и наша съемочная группа. Залина Калманова продолжит тему. Я для мамы готовлю сюрприз на День матери, портрет. Мама, конечно, догадывается о сюрпризе, но вида никогда не подаст. Она знает и тонко чувствует каждого ребенка. По слову, жесту или даже взгляду. К празднику дети готовятся заранее, старательно и с особой любовью рисуют и выводят все линии, а потом все вместе бегут поздравлять. Спасибо. Спасибо. Майя Чочиева – настоящая героиня, мать 10 детей. Старшему сыну 16, он уже студент, учится в Ольхотовском многопрофильном колледже и мечтает стать профессиональным поваром. А младшему всего 2 месяца. Воспитать 7 сыновей и 3 дочерей очень непросто, признается женщина. Каждому нужно уделить внимание, выслушать, дать порцию ласки и заботы. В трудную минуту помочь и направить. И удивительным образом ее любви хватает на всех. Наверное, поэтому дети такие счастливые и талантливые. В семье Токаевых каждый ребенок занимается астинскими танцами, рисует или играет на доле. Наверное, поддержка друг друга больше всего. Даже если что-то говорят, мы всегда все делаем, чтобы они лишь бы занимались, выступали. Вечером Токаевы обязательно собираются все вместе за большим семейным столом. Обсуждают планы на будущее, делятся впечатлениями. Это уже традиция. На кухне у Майи целых 10 помощников. Один заваривает чай, другой накрывает на стол. Но без мамы все равно никуда. Мне нравится, что у меня такая большая семья. Когда мы вместе собираемся, мы смотрим мультики, читаем, рисуем. Навести порядок, приготовить вкусный обед и помочь домашним заданиям. День Майи Чочиевой расписан по минутам. Иногда даже приходится выполнять несколько задач одновременно, рассказывает женщина. Бывает, к концу дня сил уже не остается, но теплый, нежный и такой родной взгляд любимых глаз заряжает энергией. Каждый старший младшим помогают. Ну, конечно, тоже, но не так трудно. Мамы никогда не считают, сколько ночей они провели у кроваток своих малышей, сколько сил, времени и нервов потратили, чтобы воспитать и поставить их на ноги. Материнская любовь чистая, искренняя и абсолютная. Ее ни с чем невозможно сравнить. Можно только чувствовать, как чувствует ее каждый из 10 детей Майи Чочиевой. Залина Калманова, Георгий Гагиев, Ибрагим Чочиев. Специально для программы «В итоге». С Днем матери женщин поздравила и «Единая Россия» совместно с Молодежной гвардией. Мероприятие стало уже доброй традицией. Партийцы посетили больше 10 многодетных семей. Дарили цветы, подарки, говорили самые теплые и искренние слова. Дети рассказали о своих увлечениях, показали грамоты и награды. Каждый из них понимает, успехи во многом заслуга самого родного и близкого на свете человека – мамы. Народная программа партии всегда уделяет особое внимание вопросу семьи, вопросам материнства и детства. Поэтому это направление на особом учете. Ну, конечно же, нашим мамам, нам, как мне показалось, получилось поделиться положительными эмоциями.
поздравили матерей за их самоотверженный труд, потому что они реализовались, наверное, в самой главной своей роли женщины. А в 24-м детском саду к празднику организовали утренник. Ребята целый месяц готовились поздравить своих мам. Учили стихотворения и каждый день репетировали. Подготовили танцевальные номера и частушки. А еще показали эксклюзивные головные уборы. Под музыку известного гармониста Аслана Шафтвалова исполнили девичий танец. Такие мероприятия провели по всей республике. Как говорят педагоги, главная цель – воспитание любви и уважения к мамам. Мы хотели, чтобы сегодня наши родители порадовались ихними успехами, ихними достижениями. Ну а мамочкам нашим хотим пожелать всех благ жизненных. И самое главное в это нелегкое время – мирного неба им над головой. Пожалуй, самые трогательные поздравления сегодня поступали с передовой. Наши бойцы с первых дней спецоперации стойко выполняют поставленные задачи. Они, конечно, скучают по дому, семьям, друзьям и, разумеется, любимым мамам. Даже на расстоянии они чувствуют их тепло и любовь. Дорогие наши мамы, в сегодняшний день мы спешим вас поздравить с этим замечательным праздником, Днем Матери, и пожелать вам всего самого доброго. Абун расшуд бону, абун намотта на овжану моттан шагур шабарак бону. Машина хушка нагуата штыр хушау. Чирик дер мадуром хошу консервон бирот. Опон хацакан мад. Мосудар чиваржин фандагут. Сердечно поздравляем вас с Днем Матери, прямо с фронта. Ваши слова, ваша поддержка и ваши молитвы всегда с нами. Дорогие, любимые наши мамы, в этот прекрасный день хотим сказать спасибо за вашу нежность, доброту, мудрость и поддержку. Дорогие наши мамы, мы бойцы 503-го полка. Хотим поздравить вас от всей души с праздником Днем Матери. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, терпения и любви. Поздравляем и хотим сказать слова благодарности за то, что вы стали нашим оплотом и греете домашним теплом. Дай Бог вам здоровья в этот светлый праздник, потому что ничто иное, как материнская любовь, не согревает солдата. Передаем самые искренние, добрые пожелания. Хотелось бы сказать теплые слова лично вам в наших домах, но пока такой возможности нет. Уверен, что скоро получится. Правда, на нашей стороне, и поэтому мы победим. Это не просто дата в календаре. День матери – это самый добрый, самый ласковый и самый любимый праздник. Он наполнен теплыми воспоминаниями для каждого человека. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, мирного неба над головой и всего самого-самого наилучшего. Мадыном же хацара чайдара запахут, как зинат никат бажонут. А в Жарзина никат бажун, яхамарфон. Также хочу поблагодарить всех матерей, которые родили своих сыновей и которые пошли отдать свой долг Родине. Наша жизнь началась в ваших руках. Именно вы подарили нам возможность жить и радоваться жизни. Спасибо вам за то, что вы родили и воспитали таких сыновей. Спасибо вам за теплые вещи, связанные вашими руками. Фалман кухта жинзинада никуфенат. Васарам бомбировать на женат модалта. Абун штырбону модаламбун. Манын модамайрам хушкана кудо ахаматан штырхсавратта. Поздравляем с Днем Мамы! Дорогие наши мамы. Это были все новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.